Наталья Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас важная тема, и, конечно же, она касается вакцинации. И по последним данным, как я понимаю, в России уровень вакцинированных, он не превышает 40%. И по этому показателю мы сегодня находимся, наверное, в нижней таблице. Правда ли это? Ну да, это где-то 92-93 место, совершенно какое-то неприличное место для развитой страны. Какие страны нас опережают? Есть ли там какие-то из государств, которые мы иногда не сравниваем с Россией, например, по экономическим каким-то показателям? Нас опережает вся Европа, нас опережает Северная Америка и даже немножко Африка. Северная Африка давно уже нас опережает. Я не говорю про такие дисциплинированные страны, как Китай, например, да, или Япония. Они давно нас обошли по этому показателю. Ни в какие ворота не лезет, конечно, 35%, не имеет ничего общего с достижением коллективного иммунитета. Кто-то спорит, что не бывает коллективного иммунитета. Сейчас речь не об этом, называйте это как угодно, но посмотрите на статистику стран, где вакцинировано более 50% населения. Там нет никакого взрывного роста, ни заболеваемости, ни смертности. Зачем же нам изобретать велосипед? Все и так понятно. То есть, получается, все ограничения, которые вот сейчас как раз вводятся новые, они именно с этим и связаны. Если бы у нас в стране было больше вакцинированных, то и проблем было бы меньше. Совершенно верно. Более того, только так и будет. И пока у нас не будет этого процента, у нас будет и 4-я волна, и 5-я, и 6-я. Но все-таки среди населения очень много людей, которые сомневаются и не прививаются, несмотря на никакие уговоры. Некоторые говорят, что вакцина не до конца изучена, хотя это звучит... Это неправда. Это неправда, звучит давно очень не так. странно, потому что все-таки все наши 3 вакцины, они давно уже в действии и проверены. Некоторые вообще говорят, что это чипирование, да, некоторые боятся осложнений. Все-таки давайте поговорим с вами, какие сложности могут возникнуть при отказе от вакцинации. Если можно, сначала по первому пункту, да, по поводу не изучено. Еще в феврале месяце в «Ланцете», самый крупный и именитый международный журнал, была опубликована как раз 3-я фаза исследования «Спутник». Более чем 20 тысяч человек было изучено. 91% эффективности, 91, почти 92. И абсолютно безопасное лекарство. Это было показано в крупных исследованиях, как раз по итогам 3-й фазы. И принимается решение, регистрировать препарат или не регистрировать. «Спутник» зарегистрирован. Эффективность «Спутника» доказана. Более того, за это время привилось много миллионов уже человек. Не несколько миллионов, а много миллионов привиты «Спутником». В том числе за рубежом. Аргентина, Сан-Марино вообще полностью вакцинирована только «Спутником». У них был только «Спутник», коронавируса там нет. В Аргентине несколько миллионов, и эта публикация есть уже, тоже в крупном журнале Nature. Пожалуйста, читайте, он переведен на русский язык. Поэтому в отношении исследований «Спутник» исследован, эффективность доказана, безопасность тоже. В отношении чипирования, наверное, как бы доктору сложно что-то про это сказать. Ну, я чипирована, посмотрите на меня. Вроде хвоста нет, рога, копыта, все как бы ничего не отросло. Я вакцинирована уже, да, если серьезно, 4 раза, да, то есть 2 по 2. Скажем так. Ревакцинацию вы прошли? Да, я прошла ревакцинацию только что, естественно. Ну как еще, я работаю с ковидом, я лечу ковид. Мы все должны это сделать, никакого другого пути нет. Все-таки, если говорить об отказе от вакцинации, чем это грозит человеку? Отказ от вакцинации мы прекрасно видим, какие последствия. Это локдаун, который не закончится никогда. Никакого другого пути выйти из этой катастрофы, из этой гуманитарной катастрофы, из этой экономической катастрофы, из этой просто войны у нас никакого пути нет. Тоже очень частый аргумент, который я слышу, но многие же болеют легко. А вы знаете, в войну тоже не все умирают. И вы знаете, наверное, умирают во время войны менее половины людей. Но это же не значит, что нужно стрелять. Пожалуйста, вакцинируйтесь. Если говорить про изученность «Спутника» и вообще российских вакцин, у нас тоже есть хорошие новости по поводу Израиля, что там тоже... Да, сегодня, да, спешу поделиться с вами радостной вестью. Израиль с сегодняшнего дня принимает сертификат вакцинации «Спутником» для въезда в свою страну. Да. И это еще одно доказательство, что наша вакцина работает. Конечно, она работает. Доказательств уже очень много. Более того, ВОЗ сегодня вступила свежая новость в завершающую стадию регистрации вакцины. Я не Ванга, но мне кажется, что до Нового года есть все основания, то, что «Спутник» будет одобрен Всемирной организацией здравоохранения, потому что сохранение такого очага коронавируса на такой огромной территории, как Россия, миру тоже совершенно не нужно. Если обращаться к тем людям, которые захотят вакцинироваться сейчас, то какие медицинские обследования им нужно пройти? Спасибо большое. Это очень частый вопрос. Это тоже спекуляция вот от темы. Никакие обследования проводить не нужно. Давайте не будем спекулировать на этой теме. Это не тот повод. Да?
Лишние обследования не нужны. Это дискредитирует и врача, и клинику. Не надо специального обследования перед вакцинацией. Лица старшего поколения, наверное, помнят, как проходила вакцинация в Советском Союзе, в частности от оспы. Средний медицинский персонал, фельдшеры, медицинские сестры приезжали на предприятие и вакцинировали поголовно. О каких анализах мы говорим? Давайте не будем уводить от темы. Вакцинация гораздо безопаснее, чем ковид, даже легкий, даже средний, тяжелый. Никакого сравнения быть не может. Но многие говорили о противопоказаниях, например, для вакцин. Но это не врачи говорили. Кто же это мог такое говорить? Это не соответствует действительности. Медотводом для прививки от коронавируса в период пандемии, в ту страшную волну, которая начинается сейчас, является только тяжелая анафилактическая реакция, это генерализованная крапивница, или анафилактический шок на первый компонент. Конечно, мы не будем вводить такому человеку второй, разумеется. И во всех пунктах вакцинации всегда есть противошоковые наборы, которые позволят своевременно оказать медицинскую помощь. Все остальное не является медотводом. Да, ну еще, естественно, если вы только что переболели, там 3-4 месяца, ну, наверное, нет смысла вакцинироваться. Хотя, если работодатель настаивает, я не вижу в этом никакого риска. Я, естественно, сама привилась раньше. Я работаю с ковидом, я не вижу смысла никакого рисковать. Потому что привиться чуть раньше рекомендованных 6 месяцев никаких рисков не несет. А вот заболеть, к сожалению, да. А как же хронические заболевания, о которых тоже Хронические говорили? заболевания – это показания к вакцинации. Во всех странах лица пожилые с хроническими заболеваниями стояли в очереди номер 1 на вакцинацию, а все остальные терпеливо дожидались своей очереди. Либо не дожидались, приезжали к нам. Я вот вакцинировала иностранцев всю весну. Вы очень давно в теме в этой. И какие причины все-таки называются, при которых люди отказываются от вакцинации? Почему так происходит в России? У меня большое подозрение, что это какая-то целенаправленная, организованная подрывная деятельность, потому что существуют некие телеграм-каналы, какие-то очень сомнительные источники, которые эту информацию тиражируют. И, я не могу оправдывать тех людей, которые доверяют наивно вот этой информации. А почему вы не слушаете врачей? Почему вы не слушаете министров здравоохранения? Почему вы не слушаете первых, вторых, третьих лиц государства? Почему вы не слушаете практикующих специалистов, которые работают с ковидом каждый день в течение 1,5 лет, забыв о своих основных специальностях? Надо прислушиваться все-таки к специалистам. Тут некого винить. Виноваты только вы сами. Почему вы настолько доверчивы? Вы же не дети, вы взрослые люди. Почему вы доверяете непонятно кому? Если возвращаться к теме вакцинации людей более взрослого поколения, то я, как понимаю, правильно ли это, они могут воспринимать вакцину более тяжело. Правда ли это? Нет, с точностью да наоборот. Как раз то, что мы видим, нежелательное явление после спутника, да, действительно он мощный, да, действительно я тоже несколько дней, да, мучила, не несколько дней, 1 день после прививки действительно было недомогание, ломота в мышцах, температура, к вечеру как рукой сняло, но сейчас не обо мне. Действительно, чем моложе человек, тем тяжелее у него протекает вот это вот гриппоподобный синдром, так мы его называем, который встречается после вакцинации. У пожилых людей я ни разу не видела лихорадки выше 37,5 у лиц старшего возраста. Видимо, связано с особенностями иммунитета. Да? У молодых более активный, интенсивный иммунитет реагирует на эту прививку. Но в этом ничего страшного нет. Если поднялась температура, можно использовать любое нестероидное противовоспалительное средство, парацетамол, ибупрофен. Спокойно принимаем, к вечеру обычно все проходит, на 2-й день максимум. То есть никаких противопоказаний нет для прививок для пожилых людей? Все-таки есть такое мнение? Возраст – это показание, а не противопоказание. Так было в Европе. Если интересно про Европу, кто бы вы думали, какая страна сейчас опережает всех? Стоит на 1-м месте по вакцинации. Для меня это был сюрприз. Какая? Просто я готовила интервью. Португалия. Казалось бы, а почему так произошло? У них была очень грамотная кампания рекламная. Они выбрали лицом прививочной кампании очень знаменитого маршала, который выходил каждый день на центральные телеканалы в мундире. Народ ему доверял и говорил: мы на войне, и мы с вами победим только вакцинацией, только если сплотимся все вместе. И поэтому люди ему доверились и привились. В Якутии, как и по всей стране, сейчас идет всплеск заболеваемости и, к сожалению, и смертности. И мы все задаемся вопросом, как преодолеть эту вакцинофобию. Я не знаю, дорогие якуты, вас так мало, берегите себя, пожалуйста. Пожалуйста, вакцинируйтесь. Вас нужно сохранить. А есть какие-то регионы в России, которые опережают, по статистике, процент вакцинации? Москва, да, все-таки Москва. Я считаю, идея QR-кодов, она не так плоха. И не надо так агрессивно нападать на руководителей региона.
Эти меры были оправданы, и в июне после введения QR-кодов у нас появилось больше людей, чем за предыдущие полгода. Рост вакцинации, начиная с июня, когда пошла волна, вот эта дельта, да, очень много вакцинировали, стояли очереди. Да, потом опять пошло на спад, когда отменили QR-коды. Я понимаю бизнес, я понимаю рестораны, но привейтесь и кушайте в ресторанах. Какие сложности, приятного аппетита. Но я так понимаю, это же практика, она не только российская, и многие другие страны тоже придерживаются. И вводили QR-коды. Да, QR-коды есть такое, да, в Германии есть грин-паспорта те самые, но там уже настолько такой процент вакцинированных, что это уже не является актуальным. По поводу тестирования тоже, да. Разве это новинка? Это вовсе не инновация российская. Тестирование, массовые вот эти антиген-тесты, экспресс-тесты, да, давно уже применяются в Европе, но это было, когда процент вакцинированных был недостаточно. Сейчас, когда привитых в Европе больше половины, больше 60%, экспресс-тесты становятся платными. Да, в Европе хорошо считают деньги, уже как бы такой необходимости большой нет. Уж при таком проценте вакцинированных. Молодцы, Европа. Смотрим и делаем так же. А есть какая-то статистика по нашим соседям, например, страны СНГ? Ничего хорошего, да. Видимо, протестный дух бывшего советского человека хуже, чем у нас обстоят дела. Не хотелось бы говорить о тех, кто хуже, не хотелось бы вообще ориентироваться туда. Но действительно, на Украине и в Беларуси дела обстоят еще хуже, чем у нас. А если говорить про Европу, то мы в конце списка. Если говорить про западную или центральную Европу. Да, я готовила только что аналитический обзор по статистике. Нас можно сравнить даже уже с Мексикой. Ну, следующий после нас идет Мексика. 45% у нас где-то чуть меньше 40%, идет Мексика. Дальше США. Чуть лучше Израиль, еще лучше Германия, еще лучше Франция. Вспомните, что творилось в Италии. Мы говорили, ах, как хорошо, что у нас не как в Италии. У нас сейчас будет гораздо хуже, чем в Италии. Италия, которая страдала в первую волну, уже 77% вакцинированных. Франция и Италия 77%. Молодцы. Молодцы, они поняли, что это за болезнь. Они поняли, что за катастрофа может случиться, если не прививаться. И сделали прививки. Еще вот один такой вопрос. 3 у нас есть вакцины. Да, и некоторые люди вот говорят, вот мы будем ждать только вот, например, одну из них и все, пока она не появится у нас в регионе, другую мы не хотим принимать. К сожалению, очень многие, кто так говорили, их уже нет в живых. Сейчас нечего ждать, сейчас нужно прививаться спутником вакцины с доказанной эффективностью. У меня нет доказательств эффективности других вакцин, которые есть на рынке в Российской Федерации. Ну, будем надеяться, что и наши соотечественники тоже последуют этому примеру. И если еще не сделали прививку, то обязательно ее сделают. Я очень надеюсь на разум. Я очень призываю вас пользоваться проверенными источниками. Врачей, которых вы знаете, слушайте, пожалуйста, слушайте руководителей государства, слушайте руководителей регионов. Они не желают вам плохого. Мы все желаем, чтобы это скорее закончилось, и мы вернулись к нормальной жизни. Берегите себя и будьте здоровы. Спасибо вам за разговор. Спасибо вам большое, вы делаете очень важное дело.